Барда Андрея Селиванова хорошо знают в республике. Волгоградец он называет Коми своей второй родиной. Здесь любят и понимают его творчество, часто приглашают выступать на самые разнообразные площадки. Сосногорск – особая веха в творческом пути Селиванова. Отсюда началось его знакомство с Севером. Сюда старается приехать хотя бы раз в год. Правда, концерт, прошедший 29 апреля в музыкальном зале ДДТ, был дан почти после трехлетнего перерыва. Бард трудился над новой программой. Но концерт начал со своей старой песни, которую раньше никогда не исполнял. На кларнете играет мальчик-ангел для девочки, которой он подарил цветы. В творчестве Андрея Селиванова много страниц. Это и участие в рок-кабаре Алексея Дедурова, и сольные концертные программы, и благотворительные выступления в детских домах, гарнизонах, тюрьмах. Его стиль называют пограничным. От барда до фольклора, от лирики до философии – один шаг. Новая программа однозначно стала более социальной, пропитанной духом казачьей вольницы и монархизма. Об этом автор сам говорил со сцены. Тому подтверждение новые песни, которые после первого же куплета подпевал весь зал. У народа будет царь над Россией, Андреевский стяг. Пусть он правит страной, властью неземной, в каждом сердце на русской земле. Селиванов признается, выступать с новыми произведениями перед постоянными зрителями сложно. Они ждут полюбившиеся хиты, которые попросту выпадают из концепции программы. Но прошедший концерт сложился удачно. Сосногорцы поняли автора и приняли новые песни. Сегодня вот песня «За Родину» вот, одной из самых удачных было. Вот я не ожидал. Как-то вот все-таки зависит от зала. Когда люди как-то переживают внутри, вот такое создается общая атмосфера. Такое соборное такое единение, потому что вот все-таки искусство и творчество, оно призвано человеку так, к соборности призывать. Как у нас церковь апостольская соборная, и так вот и творчество все-таки должно быть дано как бы вот. И всегда песня она соединяла людей, конечно. И сегодня вот хорошо, что люди подпевали, конечно, вместе. Зрители отмечают, новые песни не потеряли в качестве. Они просто показали еще одну сторону Селиванова барда – романтического патриота, который не боится мечтать. Это было и в старых произведениях, на которых уже воспитываются дети. Знаком уже лет 10, вот, со студенческой скамьи. Отношусь хорошо, у нас есть кассета. Впервые услышала его в Сыктывкаре на концерте, с тех пор полюбила. Там же купили мы первую кассету. Теперь его песни слушают мои дети. Вот, и когда я спрашиваю, например, что будем слушать, то старший кричит «Селиванова», а младший говорит «только не Селиванова», потому что мы его часто слушаем, и ему уже, видимо, приелось. Поддержка слушателя – святое для исполнителя. Ведь песни – это не дневник, их пишешь в расчете на то, что услышат. Это еще тяжелый труд, признается Андрей Селиванов. Пока писал лирику, ориентировался только на собственные чувства и эмоции. Теперь приходится и в архивах рыться, и энциклопедии штудировать. Хочется достоверности. Пушкин, он гениальный в том, потому что он знал, чего он хочет, чего нужно. А я не знаю, чего нужно, но я знаю, как не нужно. Вот как не нужно. Вот слава Богу, вот это мучение, и вот ты вот из этого камня, который есть, вот это мучаешься, и вот, ну знаешь, как не нужно, а вот как нужно, не знаешь. Это очень трудно. То есть вот и приходится из материала, который есть, нужно что-то отбивать и делать то, что нужно. А когда человек знает, что нужно, Пушкин великий, он знал, что нужно, он писал. Вот это вот, ну, слава Богу, что Господь хоть такой дал талант.